Кто сегодня больше фашист, а кто меньше, мы видим воочию, благодаря происходящему в Украине. Фашисты напали на мирные города Украины и на целую независимую страну, где живут не только фашисты. Людей, которые не способны отличить Россию от Путина, а Украину от Бандеры, мне жаль на самом деле. На мой взгляд, Путин обнуленен, перебандерил Бандеру, обнулил все преступления неонацистов в Украине своим вторжением, агрессией, войной против Украины и ее народа. Он попутал, этот ваш Путин, пошедший под трупом, идя по стопам Гитлера, бомбя Славянск, Харьков, Мариуполь, Киев. Ему не давала спать слава Сталина, захватившего половину Польши в 1939 году, но в результате уже сегодня, очевидно, после нескольких дней войны против Украины, Путин уравнял себя с Гитлером, потому что он бомбит территорию бывшего СССР. Он не думал, как это будет выглядеть со стороны. Они попытались это обставить каким-то непонятным, смешным образом. Они даже не продумали, как они это преподнесут миру и как на это на самом деле отреагируют люди и в России, и в Украине, и на всей территории постсовета, и вообще в мире. Он заставил русских людей убивать русских людей. И он убивает русских людей, граждан Украины, в том числе. В этой позорной для России войне Путина против Украины дети и внуки героев и ветеранов Великой Отечественной войны волею Путина поставлены друг против друга по разную сторону фронта. Сам этот факт позорен. Сам этот факт говорит о предательстве со стороны Путина. Сегодня внуки, дети и внуки ветеранов Великой Отечественной войны убивают друг друга на территории бывшего Советского Союза. Этого он хотел. Это происходит на фоне катастрофической депопуляции в Российской Федерации и вымирания населения России, которое ежегодно теряет около 1 миллиона человек, когда в какой год больше, в какой год меньше 1 миллиона. Это происходит не на фоне, а благодаря в том числе 22-летнему правлению Путина. Так бывает, когда во главе сверхдержавы оказывается лилипутин. Путин – это питекантроп, который в своем бункере или на своем Олимпе находится в полубессознательном состоянии, в плену собственного иллюзорного мира. Или он ничего не понял про Украину, про ее историю, про дух ее народа, а также и про Россию, и миссию, и ответственность России перед народами и миром. Или он болен, тяжело болен. Аргумент «а они Донбасс бомбят, а где вы были все эти 8 лет» не работает. Мы помним, что путинисты аплодировали бомбардировкам Грозного, хотя не чеченцы так называемым сахаром взрывали спящие российские города. Теперь вы бомбите детей по всей Украине, которые не бомбили Донбасс. Это военное преступление, преступление против человечности. Путин и его комарилья будут отвечать за эти преступления в Гааге, если доживут. Но кроме того,
преступления против самой России. Так подставить Россию и ее экономику, пожертвовать тысячами жизней солдат, запустить процесс распада России мог либо безумец, который готов бросить в топку жизни и судьбы народов и стран ради удовлетворения собственных амбиций, либо предатель. Я не буду удивлен, если завтра Путин будет объявлен государственным изменником и предателем в самой России и таким образом войдет в историю. Скорее всего, он не доживет до Гааги. Ему не дадут свои же, а жаль. В моей ленте оказалось немало путинистов, в ленте на Фейсбуке, любящих этого полоумного и не имеющих оценить сегодня зла, которое исходит от его действий. Френд-лист покидают свидетели Путлера. У меня есть точные дорожные указатели для путинистов. Они найдут свою дорогу. Немцов был прав. Он ёбнутый, этот ваш Путин. Надо быть полным уёбком, стать мировым посмешищем, чтобы объявить денацификацию Украины, народ которой на свободных конкурентных выборах избрал президентом еврея. Это не Россия, избравшая фашиста и терпящая фашиста, который узурпировал власть и вопреки Конституции незаконно захватил власть в стране. Клюква про денацификацию проходит только у обдолбанных Роспропагандой. Для тех, кому мерещится в моих словах и постах русофобия, скажу отдельно. Россию и русских людей я люблю. Иначе и быть не может. Потому что я частица русского мира, так называемого русского мира. В это выражение я вкладываю свой смысл. Потому что я вкладываю в это выражение смысл мира, а не русской войны. Русский язык мой первый родной язык. Я заговорил по-русски раньше, чем заговорил по-таджикски и персидски. Я пишу русские стихи. Я перевожу с таджикско-персидского на русский поэзию великих персов, а не наоборот, не с русского на персидский. Мои недруги в Таджикистане упрекают меня в русофильстве и в том, что я предпочитаю говорить и писать по-русски. Но я думаю и дышу языком Пушкина. И мне плевать на недоумков, которые упрекают меня в этом. Так же, как я знаю, что в Украине есть русские и украинские поэты, которые пишут на русском языке. Я знаю, что им тоже плевать на своих недоумков. Их стихи на русском языке продаются совершенно как бы легально в киевских книжных магазинах. Никто их не запрещает. Я покупал их. Я люблю Москву и люблю Киев, но сегодня Киев я люблю больше, потому что его бомбят. И бомбят, к сожалению, войска Путина. К сожалению, российские войска. Вообще бомбят Киев. Это просто не укладывается в представлении, в понимании сегодня, в 21 веке. Бомбят также детей, которые играли и играют в российскую считалку, на Золотом крыльце сидели
царь, царевич, король, королевич играют в игру, куда выходили окна квартиры, которую я снимал в Киеве. Я стоял у окна, смотрел на этих детей и слушал их русскую речь. Они играют по-русски. И эти ваши мифы о прибитых к фанерным там, ящикам, там, к фанере мальчиков, распятых мальчиков, кощунственные. С Киевом, кроме того, меня связывает особая связь. В этом городе после Великой Отечественной войны служил мой отец-фронтовик. В Киеве стояла его артиллерийская часть. Я не знаю, в какую сторону была обращена его гаубица, которая поучаствовала в штурме Берлина. Тогда враг уже не угрожал этому прекрасному древнему русскому городу Киев, или еще не угрожал. Я рожден в СССР, мне с детства привили равную любовь и уважение ко всем народам СССР, но я не готов быть сегодня на стороне права сильного при унижении слабого. Я за сохранение чувства солидарности и братства между народами бывшего СССР. Я уверен, что Путин не восстанавливает, а разрушает, убивает, бомбит. Это единство, братство, посчитав себя вправе убивать украинцев, евреев и русских в Украине от имени России, от имени русских, от имени других народов, не от моего имени. Путин с его идеей фикс восстановления СССР на самом деле является последним могильщиком СССР. Он выкопал этот прах и разбомбил. Нашел на карте последние сваи и скрепы СССР и разбомбил их. Если теперь Украина уйдет в ЕС и НАТО, этим последующие поколения и Украины, и России, и других стран будут обязаны Путину. Если Россия перестанет существовать по итогам этой авантюры в нынешних границах на Западе, на Юге, в Сибири и на Дальнем Востоке, то россияне также будут обязаны этим Путину. Что касается Таджикистана и России, с любой точки зрения таджики и Таджикистан заинтересованы в сильной, свободной, но демократической и цивилизованной России. В надежном защитнике, друге, брате, партнере, а не покровителе таджикского диктатора Рахмона, который насилует мою страну и мой народ на протяжении уже 30 лет. Слава Украине! Живе! Россия будет свободной! Зиндабад Таджикистан не узот!